Одно из наиболее трагичных ДТП за последнее время произошло в Исалданском районе. Водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения въехал в толпу детей на обочине. В результате один ребенок погиб и 5 были госпитализированы. Виновник с места преступления скрылся, но вскоре был задержан стражами правопорядка. 17 октября прокурором Исалданского района поддержано ходатайство следователя Следственного комитета об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, и решением суда он заключен под стражу сроком на 2 месяца. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Республики Саха-Якутия. Другой наезд на несовершеннолетнего произошел на днях в Мегино-Кангаласском районе. Под колеса грузовика едва не угодила 8-классница. Ее задело лишь по касательной. Позже врачи выявили у ребенка закрытую черепно-мозговую травму. Сам водитель покинул место ДТП и, как выяснилось впоследствии, у него не было прав. Останови машину, видите машину, скажи, что делать, что помочь. Они сказали, мне ничего не делать, ты езжай. Покинул место происшествия и водитель этого автомобиля. В данный момент сотрудники госавтоинспекции выясняют, была ли машина угнана, а также разыскивают самого лихача. 18 октября неустановленный водитель, управляя автомашиной Toyota Mark II, не выдержал безопасную скорость с конкретным дорожным условием, в результате чего совершил съезд с дороги и наезд на препятствие, после чего совершил опрокидывание своей автомашины. После дорожно-транспортного происшествия данный водитель скрылся с места происшествия. В поселке Нижний Бестях 14 октября столкнулись 2 автомобиля. Одного из водителей и его пассажира увезли в реанимацию в состоянии комы. По словам специалистов, большинство подобных аварий происходит по причине грубых нарушений правил дорожного движения. В этом плане все-таки, на мой взгляд, нужно еще сильнее ужесточать действующее законодательство, вплоть до лишения не то, что управляет транспортным средством, лишение самого транспортного средства, кто непосредственно сидел за рулем и допустил. За 9 месяцев этого года на территории республики зарегистрировано 803 ДТП, в которых погибли 82 человека и более 1000 получили различные травмы. По сравнению с прошлым годом количество происшествий увеличилось на 4,7%. Начиная с понедельника на территории Якутска и его пригородов произошло 27 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 17 столкновений, 1 опрокидывание и 2 наезда на пешеходов, в одном из которых пострадала несовершеннолетняя школьница. Евгений Заборовский, Лорен Федоров, Вести, Якутск.